Я бы хотела привлечь ваше внимание к серьезным и продолжающимся нарушениям прав человека в Туркменистане, а также к отказу правительства Туркменистана выполнять обязательные решения Комитета ООН по правам человека. На протяжении 30 лет Туркменистан позиционирует себя нейтральным государством, статус которого был признан ООН. Однако нейтралитет не может служить щитом для безнаказанности. Истинный нейтралитет требует соблюдения всех норм международного права и полного сотрудничества с органами ООН. Туркменистан публично заявляет о международном праве на международных форумах, но при этом игнорирует те же нормы внутри страны. Государство продолжает нарушать Международный пакт о гражданских и политических правах, участником которого оно является, и не выполняет решения международных механизмов защиты прав человека. 9 июля 2024 года Комитет ООН по правам человека вынес решение по делу Гильдыкиаризова, подтвердив, что Туркменистан нарушил его права, включая незаконное лишение собственности. Вместо того, чтобы исполнить решение, власти начали угрожать. После публикации решения семья Киаризовых получила угрозу убийством, что является очевидным актом репрессий за обращение к международным механизмам. К сожалению, это не единственный случай. Поступают многочисленные сообщения о пытках, запугивании и политическом преследовании внутри страны. Кроме того, Туркменистан продолжает преследовать своих граждан за пределами страны. Известны случаи, когда туркменских граждан, проживающих в Турции, насильственно возвращали в Туркменистан, после чего они подвергались пыткам и исчезали. Это является грубейшим нарушением международного права. Согласно Конституции страны, в Туркменистане международное право имеет приоритет над национальным правом. Следовательно, Туркменистан обязан исполнять решения Комитета ООН по правам человека, включая дело Гильдыкиаризова. И я прошу форум ОБСЕ сделать публичное заявление по данному решению. Необходимо осудить акты запугивания и репрессий против жертв и их семей. Туркменистан обязан нести ответственность за все нарушения прав человека, совершенных как внутри страны, так и за ее пределами. Международное сообщество должно оказать давление на Туркменистан и напомнить ему, что нейтралитет – это не иммунитет, а международное право – это не рекомендация, а обязательство. Спасибо.